Я читал одну книгу, это было по гиганта металлургического комбината Bethlehem Steel, Чарльз Шваб, и автобиографию. Была очень интересная книга, очень много хороших мыслей о его жизни, о том, как он принимал решения и так далее. И был очень интересный факт. Один факт. Он был на одном мероприятии, там, где бизнес-мероприятие, и говорил с одним консультантом. И спрашивал этого консультанта. И говорит: знаете, мне катастрофически не хватает времени. Мне столько заводов по всему миру, столько людей, сотни тысяч человек работает на него. Ну, этот человек уже в вечности, да, но этот факт был очень интересный. Он говорит: мне столько работы, я никак не справляюсь. Дайте мне, пожалуйста, хороший совет, и практический совет, который бы помог мне, как правильно распланировать свое время или улучшить эффективность своей работы. И этот консультант говорит: знаете, я вам дам один совет, который помог очень многим моим клиентам. Но перед этим он задал вопрос: а вы были на других семинарах, где учат по планированию времени? Он говорит: да, был на пару семинаров. Одном мы как слона там по кускам резали, да. На одном дали целый большой блокнот. Там говорили черные работы с красные, там всякие листы меняли, там блокнот толстый. Он говорит: я не говорю, что неэффективная система, но очень сложная. Мне бы что-нибудь такое простенькое и эффективное, что я бы мог в повседневной жизни применять. И он говорит: я вам дам этот совет или идею, и вы сами оцените ценность этой идеи. И он говорит: вы в конце дня должны взять свой ежедневник. Вы берете ежедневник или как вы планируете компьютеры, неважно, или Outlook, и смотрите, что у вас запланировано на завтра. И вы смотрите: работа номер 1, работа номер 2, работа номер 3, скажем, 5 работ. У вас написано или задач, которые вы должны уже сделать завтра. Встреча с этим клиентом, встреча, презентация там, встреча с этим, звонок тому, предложение для этого клиента. Отлично. Сейчас вы берете листок бумаги, выписываете это все и подумайте, что еще завтра мне надо сделать. И вы думаете: так, надо позвонить этому коллеге, выяснить этот вопрос, позвонить руководству, выяснить этот вопрос, да, и отослать предложение вот этому клиенту. Например, 8 главных задач на завтрашний день. Сейчас вы, когда выписали полностью этот весь список, что вы делаете? Расставляете приоритеты. Самая первая работа, самая срочная и самая важная. Вы знаете, что есть такой интересный факт, что не всегда самое важное, самое срочное, она самая приятная. Потому что очень часто что происходит с людьми? Они приходят в офис, ну, конечно, кофе это надо сделать, это само собой ясно. Они идут, садятся за столом, начинают работать, и они начинают работать. Или работа начинается с какой задачи? Самой простой или легкой, или то, что им нравится. Но то, что нравится, оно не всегда самое эффективное. Бывает, что первое задание может быть решить конфликтную ситуацию с клиентом. С самого утра, Арман, уже портит настроение. Да, ты должен решить этот вопрос, потому что он самый-самый приоритетный. И что вы выиграете от этого? Вы не будете в стрессе. Что происходит, когда я все время откладываю? Ой, не буду сейчас звонить, потом позвоню. Ты опять вспоминаешь в течение дня: ой, не буду звонить, не буду сейчас, не хочу портить себе настроение. Но стресс-то у вас все выше и выше. И потом случается что? В конце дня все-таки вы собрались, позвонили, а клиента уже не созвонить. И это уже переносится на следующий день. И завтра, когда вы позвоните, клиент будет вдвойне уже злой. Почему вы сегодня не позвонили? Не надо на себя накапливать этот стресс. Что мы делаем? Ставим приоритеты. Работа номер 1. Самая важная и самая срочная. Да? Второе. Наименьшая важность. Третье. Еще наименьшее. И так расставляем с 1 до 8. Когда у вас список будет сделан, все, мы заканчиваем. На сегодняшний день планирование закончилось. Это займет у вас пару минут от силы. Завтрашний день самый важный. Чтобы начинать работу и правильно, что вы должны сделать? Вы взять этот листок с собой, поставить на стол. И с какой работы начинаем? С первой работы. То, что у вас номер 1. И закон. Никогда не беремся за работу 2, 3 или 4, пока мы не закончили работу номер 1.